Ученый профессор Аднан Шариф, живущий в Арабских Эмиратах, написал статью о первом космонавте в истории человечества. Приводя аяты 12, 13 и 14 из суры Аль-Хиджр, профессор Аднан Шариф пишет о том, что когда в 1961 году Юрий Гагарин, будучи не мусульманином, вышел в открытый космос и увидел через иллюминатор планету Земля, он сказал следующее: «Что я вижу? Я во сне или глаза мои очарованы?» Эти слова Гагарина были записаны, и именно их цитирует профессор Шариф. Он занимается изучением космоса, астронавтики и Корана. А теперь, если обратиться к священной книге мусульман Корану, который был ниспослан человечеству 1400 лет назад, в суре Аль-Хиджр Всевышний Аллах говорит: «Этот народ в Аллаха не верит, хотя они раньше верили». Посмотрите, какая точность. То есть в 1961 году существовал коммунистический строй, и многие ученые и космонавты, которые работали над этим проектом, были не мусульманами. Хотя до революции были церкви и мечети, были ученые и богословы. Какая точность! То есть за 1400 лет тому назад уже было известно, кто первым полетит в космос, Америка или Россия. Далее в аяте говорится: «Но когда мы им, то есть не мусульманам, коммунистам, позволим открыть ворота в небо, они туда поднимутся. Но когда поднимутся, скажут: что я вижу? Я во сне или мои глаза очарованы?» То есть в Коране приводятся слова Гагарина: «Что я вижу? Я во сне или глаза мои очарованы?» Всевышний Аллах знал, когда и где это произойдет, а также кто, когда и что скажет. Все это известно Всевышнему Аллаху. Поэтому сегодня мы рассказываем об этом, ведь это очень важно как для укрепления нашей веры, так и для доказательств того, что ислам — это истинная религия, а также что Коран — это речь Всевышнего. Когда эта история была рассказана дважды герою Советского Союза, летчику-космонавту Поповичу, он сказал следующее: «Из всей этой истории мне особенно интересны слова Всевышнего, когда он говорит: когда мы откроем врата в небо». А интересно это потому, что ученые делали многочисленные расчеты, чтобы найти ворота в небо. Казалось бы, небо открыто и можно лететь из любой точки. Но на самом деле все космические корабли вылетают из одних ворот, так же, как и влетают обратно через одни ворота. Были сделаны сотни расчетов, потому что если космический корабль, летящий со скоростью 11 км в секунду, не попадает в эти ворота, то он или сгорает, или отбрасывается обратно в космос. История знает случаи, когда происходили оба этих варианта. Кроме того, в суре Ат-Тарик в начале 11 аята Всевышний Аллах говорит, смысл: «Клянусь небом возвращающим, проливающим время от времени дождем». И только сегодня, в 21 веке, мы начинаем понимать смысл этого аята. Сотовая связь возможна, поскольку сигналы поднимаются и возвращаются. Точно так же происходит в случае с альфа, бета и гамма-излучениями. Они возвращаются обратно в космос, не попадая на нашу планету. То есть небо имеет свойство возврата. Так вот, космический корабль, который не попадает в эти ворота, отбрасывается обратно или сгорает. То есть для благополучного полета и возвращения обратно необходимо произвести точные расчеты. Все это с точностью описано в Коране. Если читать и размышлять над аятами, касающихся космоса, звезд, звездного неба, то удивляешься вновь и вновь, восхищаешься мудростью всемогущего Творца.